Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас необычный вечер. К нам приехал глава Республики Северная Осетия. Наша община – это одна из многочисленных общин и диаспор города Москвы. В Москве насчитывается более 80 диаспор и общин. Вот одна из самых многочисленных, уважаемых и с большим таким относится уважением по всей Москве. Это и вот объединяет всех наших осетин, это Московская осетинская община. Я хочу сказать, что в основе нашей работы лежит устав и задачи, которые решают прежде всего вопросы, связанные с людьми. Любой человек, который обратится в нашу общину, всегда мы пойдем ему навстречу и в радости, и в моменты каких-то благоприятных сложившихся условий. Община уже работает давно, целенаправленно, участвует в общих программах общероссийских, общегородских, своих национальных традиций мы стараемся поддерживать, отмечать свои культурные праздники, которые из года в год мы четко проводим организованно. Мы в своей работе опираемся прежде всего на внимание и благоприятное отношение, поддержку. Это со стороны правительства Северной Республики Северная Осетия. Потому что как бы мы ни хотели, какой бы мир не проходил стадию глобализации, сейчас мы остаемся людьми, которые помнят и любят свою малую родину Осетию. И мы ценим, что мы осетины, мы хотим знать свой язык, поэтому создаем здесь много курсов, клубов по изучению осетинского языка, создаем ансамбли, хореографические группы, обучаем молодежь традициям, навыкам, которые они должны нести по жизни, чтобы сохранить наши традиции, которые передали нам от наших предков. Гексултан поручил быть модератором сегодняшнего мероприятия, поэтому я еще раз повторяю, вот уже вопросы пошли мне и призываю всех остальных тоже, потому что возможности устно задавать вопросы не будет, нужно их изложить вот так на бумажках, как вот эти, и мы сформулируем сегодня. Исполняющий обязанности главы нашей республики согласился ответить на любые ваши вопросы. И мне передали, что он сказал, что какие бы вопросы ни задавали, никаких заблаговременных подготовок, на сходу, как на все вопросы. Поэтому это бывает очень редко, и я обращаюсь к вам с просьбой быть деликатными в своих вопросах и подавать их в письменном виде. И предоставляю слово исполняющему обязанности главы Республики Северная Осетия Алане Вячеславу Зелимхановичу Гитарову. Мне очень приятно сегодня встречаться. Я скажу, это, наверное, будет правдой, что здесь присутствующие люди – это лучшие представители нашего народа, которые ввиду объективных, а часто и субъективных факторов оказались здесь в столице и занимают большие посты во многих правительственных структурах, занимаются бизнесом, и все с уважением относятся к столице, к вам. И мне очень приятно сегодня общаться. Но как бы далеко не находились наши граждане, наши представители нашей национальности, представители нашей республики, отрадно и то, что не прерывают связи с Родиной. И здесь было сказано, что и праздники проводятся, и языковое обучение проводится. То есть все то, что мы у себя в Осетии привыкли проводить, в том числе наши национальные праздники, вы все это здесь не забываете, все это здесь проводится. Это и уроки для наших младших, и воспитание наших младших. Это все отрадно и приятно. И мне бы хотелось в дальнейшем выстроить такие отношения, чтобы мы действительно друг друга не забывали, чтобы действительно, где бы
осетин, да и любой представитель нашей республики не находился, он всегда чувствовал, что он представляет нашу маленькую Осетию, маленькую, может быть, по территории, но не по величию духа, чести и совести. Это не громкие слова, и об этом мы не забываем и всегда стараемся достойно представлять нашу республику. И всегда представители нашего народа чувствовали, что они и откуда они. И эта связь всегда с республикой сохранялась. Я готов выстраивать такие задачи перед правительством республики будут ставиться в Москве, за рубежом, где бы ни находился представитель нашей республики, он всегда должен чувствовать, что он нужен, что он необходим своему народу и что всегда республика рядом с ним. Вам спасибо, что вы это делали. Многие здесь наши старшие, спасибо им особо. А младшие учатся на ваших примерах. Я думаю, что будут также достойны своего народа. Меня критикуют, когда я говорю, что хочу посоветоваться с лучшими представителями нашего народа, представляющими бизнес, экономику и так далее, по вопросам, касающимся развития нашей республики. Я считаю, что это необходимо, что мы совместно выработали стратегию развития республики, потому что у нас много достойных экономистов, много достойных представителей бизнеса. И если мы вместе подумаем, то я думаю, что мы выработаем такой путь, который позволит нам преодолеть то состояние, в котором сегодня находится наша республика. Я провожу серию встреч и буду проводить в дальнейшем с руководителями федеральных министерств. За неделю до сегодняшнего дня я провел такие встречи. Сегодня встречался с министром спорта, потом попросился на встречу и сегодня встречался с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, председателем правительства, с его аппаратом. И в дальнейшем эта работа будет продолжена для того, чтобы мы совместно и с федеральными органами власти выработали план дальнейших действий. Пользуясь случаем, хотел бы вручить награду республики. Это за заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм. Указом главы Республики Северная Осетия Алания Елзарову Петру Елизоевичу присвоено почетное звание заслуженный врач республики. Мавлев Атандар, что будет Тайранбург, что абонента Хайфана, Харазим Барам, или что он как Хаждару я в Тайгу Бакушам. Бужна Герт Атандар. Это Табаши, Камас Фарштадты, Камасы Нахаштари. Тут есть и злые вопросы. Да, пожалуйста, мне нет чего нечего скрывать, поэтому задавайте любые вопросы. Есть и не только вопросы, но и пожелания. Вот Важный Сослан, значит, высказывает такое пожелание, чтобы по важным вопросам развития республики и по отдельным вопросам привлекать к мозговому штурму представителей и специалистов из числа московских осетин. Я думаю, спорить с этим никто. Спасибо. Я хотел два слова добавить по этому вопросу. Значит, мы создали экономический совет, в том числе по инвестициям, развитию республики, и созвали туда, и будем расширять, и готовы приветствовать всех, кто изъявит желание участвовать там. И мы пригласили нашего земляка Зарасова, он тоже в составе, да, здесь вот, да, очень приятно, очень приятно, да. Он изъявил желание, спасибо вам, что не поленился, прилетел один раз, второй раз. И также, насколько я знаю, Георгий Николаевичу тоже обращались, да? Будем рады тоже. И всем тем, кому не безразлична судьба Осетии, я же сказал, будем всех приветствовать. Неформально. Мы договорились, что мы будем собираться, совместно вырабатывать решения. И все предложения правительства республики будут проходить
судьбоносные для республики, обязательно будут проходить через экспертизу этого экономического совета. Поэтому буду рад, если кто-то изъявит еще желание участвовать в этом совете. Вот такой больной вопрос, он очень часто задавался и раньше, и даже было обращение московских осетин в республику, но по тем или иным причинам, пока он не решается, я хотел бы его озвучить, поскольку его подали вот сюда. У всех республик Северного Кавказа есть спутниковое телевидение, и люди, проживающие в различных регионах России, имеют возможность пользоваться и быть в курсе всех событий, которые там есть. В Осетии такого телевидения нету, и было бы, конечно, замечательно, если бы оно было. Такая программа российская была, российского правительства, когда национальное телевидение, тем, кто это делал, давались какие-то субсидии. Мы в свое время пустили это дело, но мы сейчас возвращаемся к нему. И соответствующее поручение в правительстве тоже имеется. Мы сейчас определяем бюджет, сколько нам это будет стоить. Ну и потом будем находить. Предварительно мне сказали, что порядка 150-200 миллионов это обойдется для того, чтобы создать такое телевидение. Но мы обязательно, я вам даю слово, что мы обязательно, как бы нам тяжело не было, мы обязаны иметь такое национальное свое телевидение, и мы его будем делать. Тем более, учитывая, что ВГТРК все время сокращает эфирное время наших национальных передач. Совсем недавно к нам обратились группа граждан, наших земляков из Осетии. Очень часто к нам обращаются по несвойственным нам вопросам, но мы не имеем права никогда от них отвернуться. И они ставят, на наш взгляд, очень важный вопрос. В свое время мы все помним, когда из Туальского ущелья переселили осетин на территорию Ингушетии, а потом, когда вернули ингушей, их заселили обратно в другие села Осетии, но уже не в горы. И эти семьи дважды подвергались практически вынужденному переселению. Однако они не имеют статуса вынужденных переселенцев. И если в Осетии множество вынужденных переселенцев, которые приехали из Грузии, которые там ингуши приехали и так далее, то наши, значит, внутренние вынужденные переселенцы такого статуса не имеют. Честно говоря, вот над этим вопросом и не думал, чтобы приравнять их к вынужденным переселенцам, потому что, наверное, определенный срок прошел, история свое дело сделала. Наверное, те люди, которые были тогда переселены, это было в каком году? 44-м, да, 45-м, 50-е годы. И я думаю, что с тех пор все обустроились. И я не знаю, логично ли будет сейчас поднимать этот вопрос и просить у федерального правительства каких-то преференций для этой группы людей. Потому что у нас на сегодняшний день 3000 наших граждан, которые переселились с внутренних районов Грузии, со Средней Азии, на сегодняшний день имеют такой статус, но не могут обустроиться. Сегодня вот в разговоре с Медведевым я этот вопрос поднимал тоже. И он обещал нам субсидии для того, чтобы их предоставить им жилье или жилищные сертификаты. Я думаю, что надо в первую очередь пока решить их вопросы. Тех, кто сегодня у нас еще на фермах проживает, некоторые такие переселенцы. В последнее время очень часто мы слышим о том, что некоторые народы Северного Кавказа, в том числе наши ближайшие соседи, значит, подвергают сомнению позицию ученых авторитетных и говорят о своем аланстве. Значит, воздвигают аланские ворота, называют свои столицы аланскими именами и так далее. Мы немножко так свысока на это смотрим со стороны, но дело дошло уже до того, что появились слухи. Слухи о том, что футбольный клуб «Алания» скоро потеряет право так называться наш, и этого очень ждут наши соседи для того, чтобы свой клуб назвать этим именем «Алания». Вы что-нибудь слышали об этом и ваше отношение? Что-то нужно нам делать или не нужно? Скажу вам честно, у нас хорошие отношения складываются с Евкуровым. Я считаю, что это необходимо.
потому что беседуя с ним, я прихожу к мнению, что он понимает ситуацию и не хочет эскалации этого конфликта и дальнейшего его развития. И в беседах с ним этот вопрос мной ставился тоже. И я так думаю, что на него давят тоже определенные силы, какое у меня такое впечатление сложилось. И история есть история. Конечно, каждый пытается гордиться своими великими предками. И, конечно же, будет много претендентов воспользоваться именем наших предков, потому что они действительно были велики. И для этого есть наши историки, которые занимаются, не только наши историки, которые уже доказали, и есть неоспоримые факты, чьими предками являются аланы. Ну, а то, что они пытаются каким-то образом себя причислять к наследникам тоже, это говорит о том, что действительно у нас были великие предки, иначе бы они не хотели этого. Но как бы то там ни было, да, но нам надо вместе жить, никуда от этого не денемся. И по мере возможности надо выстраивать отношения так, чтобы наши младшие не гибли. Мне бывает неприятно, когда говорят, что наши младшие здесь в Москве или где-то за пределами подрались с представителями Ингушетии, Чечни, представителями Кавказа. Ну, старшие, наверное, помнят, такого никогда не было. Ну, в мою бытность, я служил в армии, я был солдатом, и мы всегда дружили. Наоборот, всегда были рядом и с чеченцами, и с ингушами. То есть, почему сейчас так складывается, я этого не понимаю. Почему? И мы исторически мы, не знаю, как это правильно сказать, обречены неправильно будет, наверное. Но исторически мы должны и будем проживать с нашими соседями. Я недавно давал интервью, ТАСС приезжал к нам, и я Интерфакту мне давал им интервью, и там тоже сказал, что мне бы хотелось, чтобы отношения когда-то выстроились такие, как у нас выстроились отношения с Кабардино-Балкарией, с кем мы тоже граничим, чтобы когда-то наконец друг друга поняли и спокойно жили. У нас во Владикавказе раньше была балетная школа. Думаете ли вы, что возможно ее возрождение? Я не только думаю, но считаю, что это необходимо сделать, потому что я вот когда в понедельник был с Валерием Бесаловичем по его приглашению, был на его концерте, который он давал в консерватории. Вы знаете, вот, ну, душа, как сказать, разрывается, да, от радости, от своего какого-то отношения к таким великим людям. Я честно говорю, вот даже, человек прослезиться хочет, когда он вышел, и зал ему рукоплескал, присутствовал президент России там, руководство России присутствовало, все встали и рукоплескали ему, когда он дирижировал, и там присутствовал и Мюнхенский оркестр, и он совместно дирижировал и Мариинским, и Мюнхенским, и это великие представители нашего народа, и вы в том числе тоже знаем это. И, конечно, хотелось бы, чтобы наши младшие, это не громкие слова, посчитайте, не пафосные слова, мне бы хотелось, чтобы наши младшие продолжали ваш путь. Ну, нужно будет, чтобы с вашей помощью в том числе. Я имею в виду консультационной, организационной, мы возобновили работу этой школы. Я приглашаю вас в Большой театр на спектакль «Байбеков». Моя ученица Екатерина Присанова танцует. Если можно, воспользуюсь в следующий раз, мне очень приятно. Просто завтра надо быть мне в республике. Но в следующий раз я обязательно воспользуюсь вашим приглашением, с вашего позволения. Мы в свое время, это уже несколько лет назад было, обращались в республику с просьбой назвать одну из улиц Владикавказа имени Мирбека Кантемирова. Мы получили несколько странный ответ, что
город рассмотрел наше обращение, и значит, в Осетии есть улица Алибека Кантемирова, и во избежание адресной путаницы приняли решение именем Ирбека Кантемирова не называть. Давайте мы запишем этот вопрос. Да, я должен сказать, что в Москве есть улица Марии Ульяновой, Дмитрия Ульянова, есть 16 парковых улиц, есть там еще много-много со схожими фамилиями и именами. Но никто не путает. Но в то же время мало кто в Осетии знает, что выдающего сделали для Осетии люди, чьими имена названы улица, площадь Штыба, улица Шмулевича, значит, Ватутина и прочих, и прочих. Я с вами полностью согласен, в каком-то виде нам в любом случае надо увековечить. Да. Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы потеряли недавно выдающегося осетина, первого академика Темирбулата Березова. Я считаю, что он да, заслужил тоже такое звание. И, наверное, мы позже вот такие важные вопросы, которые сегодня звучат, сформулируем в виде бумаги. Да, надо так сделать. Вот. Спасибо. Вот Нина Николаевна Джикаева, она была одним из тех людей, которые организовывали отправку наших ребят, пострадавших в Бесланской трагедии, в Италию. Да? Были там группы во Францию отправляли, в другие страны и так далее, но Нина Николаевна была в полном контакте с этими людьми и до сих пор остается. И там есть такой город Таранто, это на юге Италии, в Калабрии. И там замечательные люди, которые на постоянной основе приглашают наших детей туда. Сделали очень много доброго и хорошего. Они обратились с предложением, чтобы Таранто сделать побратимом Беслана. Вот, и было бы замечательно, если бы хотя бы в одной из школ подавали итальянский язык. Тоже интересно, с моей точки, да, что если, значит, сделать эти города побратимами и в этой школе, осетинский, да, это здорово. Вот вопрос от Олега Хадарцева. Какие планы у вас по возрождению промышленного потенциала, в первую очередь высокотехнологичного? Все мы помним, что основная нагрузка на промышленность у нас сложилась на военно-промышленный комплекс. И это, если я не ошибаюсь, более 12 заводов, которые были на территории республики, военно-промышленного комплекса, где у нас многочисленное количество наших граждан работало, были отчисления в бюджет республики. Но, к сожалению, в 90-е годы все было разрушено. На сегодняшний день эти заводы практически, кроме одного-двух, простаивают. Один-два, которые продолжают работать, они тоже, так сказать, на ладном дышат. В дальнейшем неизвестно, какая здесь судьба будет. Этот вопрос, с этим вопросом я был у нашего земляка Руслана Цаликова недели 3 назад. Он обещал поддержку тоже, я соответствующие письма ему направил. Помимо этого, сегодня, когда я оставлял письма у председателя правительства, я эти же вопросы оставил у него тоже в письмах именно, у Медведева. И будем думать, как это возрождать. Хотя, знаете, извините, я как-то пессимизмом к этому отношусь в связи с тем, что я был на этих заводах, остались одни стены, и те полуразрушенные. Оборудование устарело, кадров нет. Те, которые там работали, им уже за 80 лет. Сейчас возрождать эту отрасль нужны огромные вложения. Огромные вложения нужны. Но промышленность развивать необходимо. Поэтому у нас есть программа развития, так называемая подпрограмма развития Северного Кавказа с 17 по 25 год, где на республику выделяется около 25 миллиардов оказания помощи. И вот в нем надо будет нам принять участие. Уже есть такие проекты, мы их обязательно туда. Сегодня у меня была встреча и в Министерстве по делам Северного Кавказа, и
заходил к земляку нашему Олегу Салтанбековичу Хацаеву, обсуждали этот же вопрос. И с Кузнецовым встречался, чтобы туда максимально большее количество, связанное с промышленностью республики, попали. Нужны такие инвестиционные проекты. Поэтому призываю всех присутствующих тоже из числа бизнеса принять участие в этом. Есть возможность порядка 40% получить федеральных средств, а 60% это средства инвесторов. То, что касается отраслей, то нам необходимо возвратить строительную индустрию. Строительной индустрии у нас практически нет. Мы сегодня железобетон завозим из Ставропольского края и Кабардино-Балкарии, кирпич завозим из Ингушетии и так далее. То есть практически у нас на территории республики ни одного завода нет. Есть пару заводов, это бывшие ЖБК. Мы завозим консервную продукцию из Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, Ставропольского края. Тоже надо привлекать инвесторов. Я говорил уже, я готов лично курировать каждый проект, который будет на территории республики осуществляться. Сегодня вот благодаря Александру Борисовичу мы встречались с Кацевым по этому вопросу, которому я очень благодарен, я думаю, весь народ наш будет благодарен, который вкладывает сейчас большие инвестиции в республику и значит, развивает садоводство на территории республики. К сожалению, мы ему никакую помощь не оказали, он сам за свои деньги все делает, но я ему сказал, всегда буду рядом, что от меня будет требоваться, административный ресурс и все остальное всегда будет рядом с ним. Я ему очень благодарен, потому что такие инвестиции в последнее время никто в республике не делал. Кусовское ущелье, исконно Остинская земля. В настоящее время Остин не имеет возможность, значит, посещать могилы предков и святилища. Как может решаться этот вопрос? Буквально недавно Александр Борисович, спасибо ему, привозил к нам и проводил у нас Международный комитет Совета Федерации выездное заседание. И там же вот, Косачев просил озвучить вопросы, которые важны для республики. Эти вопросы были поставлены. Вот именно вот этот вопрос посещения Трусовского ущелья. И такие же проблемы и у жителей Казбеги тоже, которые хотят своих родственников у нас у себя посещать тоже. Я имею в виду грузинской национальности. Поэтому мы этот вопрос поставили. Я думаю, что благодаря и сенаторам нашим, и депутатам Госдумы, ну и правительству, конечно, республики, надо этот вопрос, конечно же, решать и продвигать. Как вы относитесь к развитию государственно-частного партнерства как инструменту привлечения инвестиций в экономику Осетии? Я считаю, что сегодня это единственный путь развития республики. У республики у самого нет таких средств, чтобы, вот мне часто говорят, надо развивать. Вот, Казбек Усукович спорили недавно, то, что надо развивать государственные предприятия. То, что касается социальных объектов, я согласен. Хотя тоже обязательно нужно, чтобы по тем социальным объектам, в которых есть возможность, обязательно присутствовал частный бизнес тоже. А то, что касается экономики, то я считаю, что обязательно частно-государственном партнерстве должна развиваться республика. И поэтому я еще раз говорю, я готов создавать все условия, зависящие от меня, от правительства и от парламента республики. Нужно, чтобы инвестору спокойно работалось на территории республики. Вот мне известно о программе развития высокотехнологичных медицинских услуг в Осетии. И сейчас туда входит очень крупная компания Меддок-сервис, которая привлекает крупного иностранного инвестора Метаку. Это всемирно известная компания, которая будет инвестировать большие деньги в Осетию. Остинский бюджет не тратит ни одной копейки. И несмотря на активное противодействие вашего вице-премьера, значит, глава республики Реутова, глава республики очень жестко и прямо поставил этот вопрос, и его разрубил и решил. Это мне стало известно. Я отдельную благодарность за это хочу выразить. Спасибо. Не только они, но там есть у нас еще 2-3 компании, которые хотят. Мы всех приглашаем, и свободная конкуренция, чтобы между ними развивалась, и будем создавать все условия.
ли вы продолжить курс Тамерлана Акимовича Агузарова на борьбу с коррупцией? Первоначально, когда мы с Тамерланом Акимовичем разговаривали, почему я и согласился, я немножко поработал в парламенте республики и для себя принял решение больше никогда, вот с Белой Тиной Султановной обсуждали мы неоднократно эти вопросы, больше никогда во власти не работать. И когда он меня позвал, для меня это было неожиданно. И подумав несколько дней, мы с ним опять встретились, и я поставил свое видение, он изложил свое видение, и наше мнение полностью совпало. И одним из вопросов, который у нас полностью был разделен, так сказать, и одинаков, это не воровать бюджет и запретить тем, кто это пытается делать. На сегодняшний день мы такую работу стараемся вести по всем направлениям. Это централизация закупок, которая вызывает большое противодействие, потому что большие злоупотребления были. Я надеюсь получить 400-500 в бюджет дополнительно республиканский от закупок, от проводимых сейчас централизованных закупок. К примеру, каждый главврач закупал лекарства сам. Сейчас мы это централизовали, и даже кто здесь бизнесом занимается, не даст мне соврать, и на оптовых закупках будем иметь приличные скидки. Ну и помимо этого, я думаю, что мы избежим наценки 50 и более процентов, которые делалось. И касается строительно-подрядных работ везде. Значит, для этого, когда я еще был председателем правительства, я попросил Тамерлана Акимовича, мы сделали службу финансового контроля, который сейчас идет за каждым бюджетным рублем, докладывает, куда он идет, на что расходуется. Поэтому я, может быть, не хотел упоминать, потому что слишком много об этом говорю у себя в республике тоже. Но сегодня это самая главная беда, которая нас преследует в республике. Знаете, стало геройством утащить бюджетный рубль. Это не является позором. Это не является позором. Потому что я сегодня у Дмитрия Анатольевича оставил 2 альбома. Я ему привез состояние наших больниц. Как в операционной, в КБСП оперируют с обрушившимся потолком. И все наши объекты, социальные объекты, в каком они состоянии. Он их забрал, я ему их просто привез показать. Просить помощи. Но он сказал, оставьте мне это очень интересно. Я ему их оставил. Я к чему это говорю? Я практикую для себя посещение больниц. Просто так, без никого, без охраны, без свиты и так далее, чтобы прийти. Недавно ночью пришел в КБСП. КБСП зашел в реанимацию. И спрашиваю народ. Они мне отвечают. Шприцы купили, системы купили, бинты купили, список. Это в реанимации. Пошел по палатам, там такая ситуация. И я к чему так долго рассказываю? И вот забрать этот бюджетный рубль и не думать о том, что где-то у кого-то его забрал, до чего надо снизойти, понимаете? И эти люди начинают себя считать героями, что они раскатывают на джипах, имеют дома, которые на этой беде построены, понимаете? Это надо всем миром бороться и позорить этих людей. Я сказал и правоохранителям тоже сказал. И буду отдавать под суд этих людей. Ну, вы практически уже ответили на следующий вопрос, но я его все равно должен зачитать. Значит, в последнее время в республике были закрыты больницы и родильные дома, находящиеся в отдаленных районах. В связи с этим люди не могут получать медицинскую помощь своевременно. Знаете ли вы об этом и возможно ли изменить сложившуюся ситуацию? Я сам с Садона, шахтерского поселка. У себя на родине я, когда стал председателем правительства, в тот же день в больнице порвал постановление правительства о закрытии Лузальской больницы. Потому что это единственная в ущелье больница, которая обслуживает полностью Тувальское ущелье, полностью от Аллагира и заканчивая с гидом эти ущелья. И поэтому я посчитал, что это неправильно.
также мы постараемся делать во всех остальных ущельях. Буду благодарен, если кто-то последует примеру Дзусова Игоря. Да, я бы В хотел... своих родных селах отремонтирует по одной школе, по одной больнице. Значит, я бы хотел к тому, что вы сказали, добавить, что там еще он сделал сейчас памятник воинам кубанцам, которые... Ну я все не стал перечислять, да, я в курсе. А я был свидетелем того, что в большом застолье, когда узнали, что я москвич, говорят, а вот в нашем селе есть такой тоже москвич, который и полчаса только о нем и говорили, что он для каждого сельчанина там сделал. Нам надо все должны обязательно... знать. Он скромничает, но это все должны Нет, знать. это правильно. Но мы должны в республике об этом говорить. И благодарить этих людей должны, и писать должны они. Конечно. Конечно, это же даже, может быть, ему это не надо. Я, извините, что на вас сосредоточил внимание. Это тем, кто это делает, им не надо. Но это надо нашим младшим. Что для них примером это являлось. А не так, что сегодня собрал какие-то деньги, с республики съехал и живешь себе там, пока какая-то беда тебя не припекла, и ты тогда начинаешь бежать опять в республику. Не всех мы знаем, кто делает, да? Но, и узнаем в основном не от них, а узнаем от других людей, которые нам об этом говорят. Так оказалось, что оба они с двух сторон от меня сидят. Значит, вот Казбек в своем селе тоже сделал очень много, там газ пробил в каждый дом. Значит, там дом культуры построил, и мечеть построил, и так далее, и так далее. То есть у нас есть очень много достойных ребят, которые действительно без какой-либо корысти для своей родины делают много хороших вещей. Вот хороший вопрос здесь о восстановлении горных сел. Значит, и вот предлагается привлекать к этому ученые советы, историков, археологов, Министерство культуры, телевидения, значит, и весь народ, значит, реконструировать башни, святые места, памятники. Вот, и совершенно справедливо отмечается, что это за собой тянет туризм и развитие бизнеса. Надо условия там создавать, чтобы электричество было своевременно и в том, как оно должно быть, газифицировать надо все и так далее и тому подобное. Тогда будет интересно там жить. А когда мы разрушили там объекты культуры, и школы, поликлиники, кто там будет жить? Когда его дети в интернате в школе учатся, что в горах делать? Он тоже ездит в город. Вот здесь вопрос касается состояния спорта. Мы знаем, что недавно читали в газетах, что самые лучшие показатели по ГТО вы получили в республике, поэтому вам этот вопрос будет известен. Значит, вот в Якутии есть звание заслуженный тренер по вольной борьбе, у нас такого звания нет. Да? В Дагестане каждый чемпион мира по борьбе и их тренеры получают премии. Значит, взрослые получают 300 тысяч рублей, молодежь 200 тысяч рублей, юноши 70 тысяч рублей. Да, соответственно, премируют и тренеров. У нас такой практики нет. А чемпионов все равно больше. Нет, я хочу сказать, как бы нам тяжело не было с бюджетом, мы у себя запланировали, когда принимали бюджет 2016 года. И уже, значит, с Тамилом Акимовичем договорились тогда мы, что мы проведем чествование наших спортсменов по результатам 2015 года. Но, к сожалению, так случилось. Тамил Акимович заболел, мы отложили, потом стали дожидаться 40 дней. Но сейчас мы вот в ближайшее время проведем чествование наших спортсменов. 25 миллионов заложено деньги, они уже в спорте, мы их железно держим. И там есть тоже по 300 тысяч, по более, по результатам 2015 года. Все будут премированы. Я же говорю, сумма всего 25 миллионов. Вот здесь... То, что касается, значит, ГТО, то мы специально это сделали для того, чтобы всех призвать вести здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни и больше людей, чтобы занимались спортом. Сегодня вот с Мутко у меня встреча была по этому вопросу. И мы договорились, что будем плотно работать. И по футбольным полям договорились, и по развитию, и по строительству
У нас же нет на сегодняшний день и зала, где можно было проводить соревнования на достойном уровне. В легкоатлетическом манеже проводятся все наши соревнования. Мы договорились, он пообещал мне, что я письмо передам ему, и в следующем году, чтобы в федеральной программе запланировали такой объект. И договорились о развитии детско-юношеского футбола тоже. Вот надо нам эту программу выстроить и пойти по пути детско-юношеского футбола. Он сам стал перечислять наших знаменитых футболистов, и мне было очень приятно, и надо это делать. Значит, вот здесь два вопроса, они перекликаются. Один без авторства, а второй Кутинаева Эмма Владимировна написала. Ну, у Эммы я почерк не разобрал, но я понял суть вопроса. Он касается электроцинка. И вот второй вопрос тоже о судьбе таких гигантов, как электроцинк и БМК. Ну, БМК, к сожалению, похоронили, извините за слово, потому что те махинации, которые там были проведены вместе с Россельхозбанком, привели к тому, что завод обанкротили. И не просто обанкротили, оставили людей без заработной платы, понимаете? Самый большой грех, который я считаю, это когда людей оставляют без заработной платы. И помимо этого, значит, все, что можно было с этого завода в металлолом сдать и продать, это сделали. На сегодняшний день вот у меня уже состоялась не одна встреча с Гочей Засоховым, нашей земляка, вы его, наверное, знаете многие, который обещает заняться этим заводом. Мы, в свою очередь, тоже провели переговоры с Россельхозбанком, который на более чем миллиард кредитовал этот завод, но готов за 50 миллионов уступить эти долги. И мы договорились с ним, что он занимается, я ему подписал письма необходимые, которые ему нужны были. Я надеюсь, что он до конца доведет этот вопрос. Ну и первая моя просьба, которая перед ним была озвучена, это прежде всего выплатить заработную плату бедным людям. Действительно, бедные люди остались без работы, без заработной платы. Но такое предприятие нам в республике нужно. Потому что, чтобы не говорили о кукурузной республике, но действительно у нас все природные условия для того, чтобы заниматься выращиванием кукурузы. Это культура, которая дает при правильном выращивании его неплохие урожаи в республике. Республика всегда им занималась и будет заниматься. Просто надо, чтобы это было в меру, а не так, как сейчас. То, что касается завода, я, конечно, полностью согласен с тем, что наш народ, проживающий во Владикавказе, должен дышать свежим воздухом. Я это озвучил принципиально перед директором завода, перед руководством УГНК. Я на совещании, которое здесь сразу после Нового года проводил полпред Великов вместе с Кузнецом. И я буду настаивать на том, чтобы особо вредное производство, как мне сказали, свинцовое производство, было закрыто. Было закрыто на территории страны. О дальнейшей судьбе я пока не могу уверенностью ничего сказать. Мы будем вести переговоры с руководством, не забывая о судьбе 2000 человек, которые там работают, не забывая об отвалах, которые там накоплены, многомиллионные отвалы. С ними надо как-то вопрос нам решать. К сожалению, пока мне ответа никто не дал, как с ними решить вопрос. И сегодня, если мы погоним оттуда, извините за слово, и пусть меня руководство тоже извинит, оттуда этот комбинат, то что мы будем делать с этими отвалами? Конечно, сейчас вот снимают здесь, мои слова опять истолкуют так, что я поддерживаю руководство завода и так далее, хотя моя позиция была еще в 2010 году озвучена, и она остается непререкаемой, она будет также оставаться. Но сейчас надо позаботиться об этих вещах. Надо позаботиться о рекультивации земель, которые вокруг электроцинка пришли в такое состояние, что их нужно менять. И так далее. Есть и налоговые отчисления, в том числе, которые не производились, и пока завод работает на территории республики, он должен это делать. И мною направлено письмо на имя руководства с просьбой о встрече
И мне уже звонили, в конце месяца такая встреча состоится, и я думаю, что там какие-то ответы на поставленные вопросы будут даны руководству УГМК. Но позиция моя остается, я неоднократно его озвучил. И вот перекликается вопрос по рабочим местам. Просто извините еще раз, вот когда некоторые ставят вопрос, завтра закрыть завод, это нереально. Труды нет своих. Труды-то нет у нас своих. Я согласен, но завтра мы завод тоже закрыть не можем. Я же сказал, нам надо позаботиться о сотрудниках, об отвалах, которыми надо что-то решить. Значит, вот задают вопрос, значит, какова судьба Истока в Беслане. Это тоже реальные рабочие места и бюджет республики. Так нам повезло, что владелец этого завода здесь сидит, он сейчас нам расскажет. Что готовится к запуску ближе к августу? Могли стать. А вы все услышали, да? Примерно в августе он уже будет работать, и рабочие места на этом заводе, если я не ошибаюсь, до 3000 человек, да? От 3 до 5 тысяч человек. Это больше, чем на электроцентре. Вот очень интересный вопрос, касается осетинского языка. Ставят нам упрек, что даже вот здесь мы сидим, и совершенно справедливо ставят упрек, что мы здесь сидим и не говорим на осетинском языке. Вот. И недавно в школе, вот мы читали это тоже в средствах массовой информации, ввели изучение второго иностранного языка. Вот, то есть теперь школьники будут изучать русский язык, английский язык, например, и немецкий язык, предположим, да? Не лучше ли вместо второго иностранного языка учить дополнительно осетинский язык, вот предлагают, и почему до сих пор не принят закон республики о защите осетинского языка. Все другие республики приняли такой закон. Это пишет Убешта Берег. Ну, во-первых, я не считаю, что знание родного языка должны административно прививать. Я, не потому, что, извините меня, Ирона Худина Гаруна, пожалуйста, Фарбира, Фала, Махазар, Макаштарта Зурус Илдар Ирона. Моим внукам по 4 года, они по-русски еще не умеют, они разговаривают только на российском языке. Хотя воспитываются в городе Владикавказе, общаются со своими ровесниками. Это зависит все от семьи. И в семье как относятся к языку. Если они его ставят во главе всех остальных языков, а у нас же как бывает, еще ребенок не родился, а ему уже хотят прививать знание английского языка и других иностранных языков. Но я считаю, что сперва меня обвиняют в том, что я разговариваю с акцентом, меня обвиняют в том, что я не оратор на русском языке. Но по-стильски я готов соперничать с каждым, кто изъявит желание. Я не самохвальством занимаюсь. Но как я должен разговаривать, если я до 7 лет не умею разговаривать по-русски? Конечно, я с акцентом. Как бы это... Который до 15 лет не говорит. Сталин тоже говорил с акцентом. Когда мы все перестанем стыдиться своего языка, вот тогда, я не говорю в Москве, но у себя на родине, мы в какой-то период времени начали стыдиться своего родного языка. Это все равно, что стыдиться своей матери. Худинак, да руйбарство вона сауй таригаду, саусржа гратта, усы бе пуга камекана, мумайзно, паукаразина. Ама я сам думаю, банда квасва, вот саура, злоза мей бабарса. Мейруна куна сура, вот эй зада тебе на бале джиндо машка. Вот там балла хуй мида, ой нет. Независимо от этого, у нас есть программа развития астильского языка. Конечно, мы все будем делать для того, чтобы развивать его. Были соответствующие учебники. Вот недавно мультфильм мне понравился. Выпустили новый, сняли. И надо это развивать. Мы их обязательно будем поддерживать, этих ребят, кто этим занимается. То есть всячески надо, конечно же, развивать нам наш язык. Джульетта Зарахохова задает вопрос.
значит, как вы смотрите на возрождение летних лагерей в республике? Когда были такие лагеря, как Лесная республика, Звездочка и так далее, досуг и здоровье, которые получали дети в этих лагерях, конечно, мы все помним, хорошо знаем, но сейчас вроде это не. Я недавно Казбек Кусуевич меня пригласил на конференцию политической партии. Я давал слово, что со всей политической партией на территории республики успешно действующими буду встречаться, был у них. И видел там пионеров, принимали пионеры, как раз пионеры. Повязал сам галстук тоже. И президент страны подписал указ, насколько я знаю, о создании пионерского движения. Я считаю, что это необходимо, это нужно возрождать. И, конечно, наверное, формы изменились, какие-то формы. Иш Иронов дал, не дал Магашка. Может быть, как-то обдумываем этот вопрос, выстроить эту работу, и тогда уже на базе этого организовывать и соответствующие лагеря тоже. Мы об этом думаем, просто все упирается, конечно, в финансовые вопросы, и по мере возможности мы будем это делать. У нас есть очень уважаемая авторитетная общественная организация в Осетии, которая называется Штернахаш. Мы, к сожалению, узнаем, что существуют очень серьезные разногласия между нахашами сел, городов и районов там, и центральным Штернахашем. И все эти разногласия сводятся к одному единственному вопросу. Как делить деньги, которые попадают в святилище? Да? И у каждого из них свое какое-то мнение по этому вопросу. Нам тоже задавали вопрос, значит, об этом. Ну, с моей точки зрения, здесь двух мнений даже быть не может. Мне кажется, что деньги, которые человек положил для какого-то святилища, называются простым языком целевые деньги. Они так и сформулированы. Для благоустройства этой территории, для того, чтобы там чистота и порядок был, для того, чтобы не стыдно было туда подходить, чтобы там парковочные места какие-то были, наверное, еще что-то такое. Но ни в коем случае не то, что говорит наш Штернахаш общий, и не то, что говорят местные нахаши. А у них позиция такая. Штернахаш говорит, что эти деньги должны быть розданы нуждающимся людям, да, и на содержание Штернахаша. Это неправильно. Местные нахаши говорят, что эти деньги должны быть потрачены на празднование этого праздника. Я считаю, что и это неправильно. Только для одного, для благоустройства этих территорий. Свое видение хочу прояснить. Нас задали этот вопрос. Значит, ко мне приходил наш уважаемый старший Масаев, который возглавляет Штернахаш. Мы с ним долго разговаривали, встречались буквально недавно. И он попросился, ну не у меня, конечно, попросился, просто меня проинформировал меня, что в связи с состоянием здоровья он будет находиться на лечении и летом планирует просить об отставке с этого поста. И нам надо будет, мое мнение, конечно, надо будет посоветоваться со всеми нашими людьми, уважаемыми старшими, собрать всеостинский, настоящий съезд остинского народа. Просто надо определить представительство от фамилий, от ущелий, от сел, как это должно быть. И реальный съезд провести достойных людей, в котором бы, да, во Владикавказе, в котором бы, конечно, присутствовали и ученые, и все достойные люди нашей республики, проживающие в том числе и вне республики. Да? Но обязательно должны быть и простые люди, но уважаемые люди, так называемые зорлы, так как аутичи, азор там чижи, мадам, а что, да, учиться,
Усхищного Зубамова, который из себя будет составлять совет, именно старейшин. Но там должен быть из молодежи, активной части, исполнительный орган. И вот над всеми вопросами, о которых мы говорим, и культурой нашей, Иронахтау, Дартер, Лаварта, я вот эти тут чекуша, в том числе развитие языка, в том числе выпуск мультфильмов, книг, национальных наших и так далее и тому подобное. Конечно, они не должны заменить структуры власти, но вместе должны работать. Вопросы, которые поступили из зала, я думаю, это не все вопросы, которые люди хотели задать. Многие просто, наверное, не захотели писать. Я прошу прощения, мой вопрос дошел или потерялся? Могу я так? Вот. Ну, могли сами Подожди. сказать. Ну, здесь нету ни одного человека, одну секунду, мы об этом уже говорили, здесь нет ни одного человека, который не в состоянии сам задать вопрос. Но тогда нам нужно не 2-3 часа, а 23 часа. Я буду улетать завтра в 12 часов, поэтому Вот, значит, зачитываю прямо. Повстречайтесь с легендарной женщиной Венерой Гацалаевой. Гацаловой. Специалист по национальным вопросам, по национальным конфликтам, по беженцам и переселенцам. Благодаря огромной профессиональной работе во время осетино-ингушского конфликта, наверное, она работала до распуска правительства, когда Мансуров... где она проживает? В республике. У меня есть предложение. В республике. Ну, если кто-то с ней общается, пускай она подходит ко мне. И мы встретимся, обсудим, если у меня есть конкретные какие-то вопросы во благо республики, я сказал, готов с любым встречаться и принимать решения. Если она позвонит, дадут ли возможность звонить? Конечно, пускай она свяжется с помощником, запишется и по графику работы. Когда прием ведется, она Саламов Кадимурат Николаевич, Московский государственный университет информатики. Эти вопросы имеют прямое отношение к жизни республики и города. Но я бы просил вас их сейчас не озвучивать и тем более не обсуждать публично. В таком частном личном порядке. Можно? Пожалуйста, конечно. Ну, аналогичный вопрос, просьба Суслана Батырова. Я думаю, что просьба о личном приеме – это простая процедура, всем известная. Пожалуйста. Я думаю, что каждый сидящий здесь и стоящий, извините, что мест не хватило, с удовольствием и с большим энтузиазмом примет участие во всех программах, которые в Осетии есть, по восстановлению экономики, по помощи каждый по своей специальности, кто в медицинской области, кто в области культуры и так далее. Я надеюсь, что республика сегодня обрела руководителя, который сам вышел из бизнеса, очень хорошо знает проблемы бизнеса, значит, ему их объяснять не нужно, и он очень быстро поймет все, что бизнесу нужно для того, чтобы прийти в Осетию и работать там. Я уверяю многих, которые еще не решили для себя, что это самый главный симптом, который только может быть. Значит, если бизнес понимает, что ему там будет хорошо, он обязательно туда придет. А как сделать, чтобы было хорошо? Это руководитель республики знает, потому что он сам из бизнеса. Он создаст такую же команду, которая в этом разбирается. И спасибо ему сегодня за то, что он пришел к нам, за то, что он открыто ответил на все вопросы, за то, что вот эту проявил инициативу. С 2003 года таких встреч в московской осетинской общине не было. Вот. И надеюсь, что эта традиция
закрепится и будет, войдет в систему. Мы говорили, что никому не дадим слова, да? Но Эрику Андреевичу не можем не дать. Putin der zırta vuruşa. Neden vuruşa? Uytayıronlar. Ama kızağın arka kadar peygamber söylüyor. Mıkacı kaçındarla bu agaşırış tolmana da saçlarım burdıştı. Asagay vaxorca mafi kalın. Çağdak zuriyor, şımalat ederiyor ona. Ursaga zurun son. تلقطان نسوي شغل ولا وتقطان نسوي يرونا وتدخش بجنو وجدان مقطان راس يا ما دسرب بومبيرو ورتنا خمس شجر كي شبرتا يبنات بيلي دسرب بومبيرو سماي خش درشت جرماني شمير خليبه انجل مير سماي خش درشت ولا شيء ماتويم ما سماي ترشباخم نارتش هتانا نشر برشود خش Onda bir akşam çok cenade magi mesela bu bir şakta girona bu böyle mesela bu vakit terest bu vakitler de bu suya Первый шаг сегодня прекрасно сделан, когда глава республики пришел к нам с тем, чтобы посоветоваться, посовещаться. Может для себя сделать какие-то новые выводы какие-то. Я думаю, что мы за это все должны быть благодарны. Я думаю, что надо это сделать традицией. Может быть, в год один раз вот так вот встречаться за таким же столом, с тем, чтобы мы все имели. Ну, а лично Вячеслава Зелимхановича мы прекрасно знаем его биографию. Многие, наверное, здесь знали Дмитрия Харитоновича Рамонова, Садонского, знаменитого боксера нашего. Они были соседями, поэтому мы все очень хорошо знаем традиции, где были вот та честность, которая звучала у нас сегодня в каждом слове, она должна быть превалирующей над всеми нашими эмоциями, над всеми делами. Я думаю, что все, каждый на своем месте будет стараться, чтобы помочь, и чтобы наша республика снова стала тем красивым бриллиантом, которым она всегда была на Северном Кавказе, с самой высокой степенью культуры, с самой лучшей медициной, и с промышленностью, и прочими другими аспектами. Мне хочется от имени вас всех поблагодарить Вячеслава Зелимхановича. Спасибо огромное. Самые лучшие пожелания и больших успехов. А мы всегда будем рядом с вами. Я бы хотел еще тоже от своего имени, от имени всех вас присутствующих, поблагодарить Вячеслава Зелимхановича. Это все же наш дом, община. Сегодня к нам пришел в гости. Для нас это большая честь. Этого будет в своем сердце, как добрый парень. Знак благодарности, знак такого много. Большой бы сюда приходили. Вот книгу вам вручить. Вы покорили вершины Кавказа, а теперь покорите вершины Москвы. Спасибо. С гимном Москвы, Московским Кремль. Такая книга. Перчатки не специально, надо перчатки смотреть. Спасибо. Мы хотели также поблагодарить Беллу Тимирцветановну. Это первая женщина-представительница, которая возглавила представительство власти. Знак, что вы владеете осетинским языком, мы вам говорим осетинский язык, на авторский. Спасибо.